Спасибо. Давай, Данил, хорошо. Чувствуете ли сейчас вы себя в опасности или безопасности, Данил? Или в одной лодке с властью? Глубоко уважаемые господа, Яневских расстреливали в этой стране с 1918 года десятками. Я спасся только потому, что моя бабушка в августе 18 года уехала в Бессарабию, и в один момент они стали гражданами Румынии. Одним Яневским больше в этом списке, одним Яневским меньше в этом списке. Это уже по большому счету не имеет значения. У меня простой вопрос. А к 350 тысячам крымских татар, которые в концлагере живут, вы что, тоже, господа, власть наша прекрасная, представите охрану? Ну, это такое дело. По сути программы. Я бы хотел, при всем моем уважении к несравненным талантам госпожи Крюковой, журналистским, и ее платью, сказать, что журналист, это прежде всего, с моей точки зрения, я могу ошибаться, это прежде всего гражданская ответственность. Если бы, например, журналист Яневский, кстати сказать, я заявляю официально, что я лучше журналист, чем Роман Скрипин, я на 8-м месте, он на 13-м. Да, если бы мне принесли такую бумагу, я при всем моем сложившемся отношении к службе безопасности Украины пересилил бы себя, вот личную неприязнь, такую кушать бы перестал, но я бы пришел в приемную СБУ и сказал бы под роспись: уважаемые господа, вот мне пришла такая бумага, вот такой-то источник. И я вам это объясняю и показываю только потому, что на кону могут стоять жизни десятков людей, а там их 47, их семьи, их родные, близкие, и в конце концов это столько выльется говна на Украину радиоактивного, что мама, не журись. Да, точка. Можете? Совсем последнее выражение. Обращаясь к нашим уважаемым политикам, присутствующим в этой студии за ее пределами, я хочу обратить их высокое внимание на наличие такой книги, которая называется «Ода политической глупости». Ее написала Барбара Такман, что есть отдельная тема. Одно только выражение оттуда, одна цитата. Для того, чтобы политики были признаны безумными, их должны признать таковыми большинство населения. Спасибо, я сказал. Да, это здорово. Сейчас, давайте дадим все-таки ответить. Да, Светлане. При всем уважении к вашим талантам, и несмотря на то, что разница между... Ну да. Шура, что с вами разговаривать? Я состоялся как журналист, а вам еще полчаса. Нет, здоровый юмор не помешает, да. Ну, хотя, да. Хотя Нет, чтобы поблагодарить меня за этот список. Да. Смотрите, серьезно. Разница между мной и вами, кроме платья, нет. Заключается в том, что вы можете пойти к СБУ, а СБУ приходит ко мне, причем регулярно. То есть мне, в принципе, достаточно просто дождаться очередного визита. Понимаете? То есть у меня с СБУ классически немножко другие отношения установились как-то так за последние 2 года. Это первое. Второе. Я считаю, что любое сотрудничество и взаимодействие с СБУ на обратной связи, то есть когда журналист что-либо сливает, докладывает, приносит, сотрудничает, не знаю, там, как это правильно назвать, хорошо, инсценирует, это не журналистская работа. Все-таки не журналистская работа. Если я буду думать о том, как мне нужно что-то донести до СБУ, то это чуть-чуть другая все-таки сфера деятельности. Согласны со мной? Сейчас, давай сейчас. Именно поэтому моя фамилия Яневский, а ваша фамилия Крюкова. Спасибо. Я вышел из этого разговора. Спасибо.